Сосногорская ТЭЦ. Отсюда горячая вода уходит в город по магистральной трубе длиной 8 километров. Именно эта теплотрасса и греет всех горожан. Сама магистральная тепловая сеть, она проложена в таких условиях, там, немножко где-то в лесу, немножко где-то в болотистых местах. Поэтому, но, конечно же, самые сложные – это те, которые проходят под землей и через железнодорожные насыпи. Два таких сложных участка этим летом энергетики полностью обновили. Теперь здесь новые трубы с изоляцией двух видов на основе минерального волокна и жидкой керамической. Последняя в Сосногорске применяется впервые. Эта изоляция рассчитана на температуру стенки металла свыше 150 градусов. Это нас удовлетворяет, потому что температурный график наш для Сосногорска составляет 150 на 70 градусов. То есть максимальная температура прямой сетевой воды, которую ТЭЦ выдает для города, это 150 градусов. В следующем году реконструкция продолжится еще на двух участках. За 5-6 лет Сосногорская ТЭЦ планирует полностью обновить всю магистраль. К тепловым сетям во всей компании Т+ особое внимание. Разработана специальная программа, охватившая все 13 филиалов по всей России. Как и другие города, Ухта участвует в федеральной программе «Реконструкция», в рамках которой уделено особое внимание тепловым сетям и благоустройству. В рамках данной программы будет восстановлено благоустройство более 4000 квадратных метров. Всего за лето в Ухте заменили более 3 километров сетей. Самые крупные работы пришлись на центр города: проспект Ленина, Комсомольская площадь, улицу Космонавтов. Готовы к зиме не только трубопроводы, но и котельные самой Ухты и пригородных поселков. В данный момент ремонтные работы закончены, отремонтированы 5 котлов. Реконструирована теплофикационная установка, то есть смонтированы 3 теплообменника новых пластинчатых. Подача тепла на социальные объекты Сосногорска началась с 1 сентября. С сегодняшнего дня его начнут получать детские сады и школы Ухты. Еще в 2 городах, где работает коми-филиал Т+, отопительный сезон тоже делает первые шаги. В Сыктывкаре детские сады и школы подключают еще с 30 числа, а в НТФ вчера стартовала подача тепла в жилой фонд.